Лето – это маленькая жизнь. По всей стране проходят прямо сейчас большие молодежные форумы. А Башкортостан к каждому форуму готовит целые делегации. И вот буквально вчера домой вернулись наши ребята из Крыма. А в нашей студии замечательные сестры-близняшки Нигматуллина Наталья и Анжела Яковлева. Девчонки, привет! Доброе утро! Всем привет, доброе утро. Только вы уже с поезда и уже к нам Да, привет. да. Поспать успели, отдохнули? Целые сутки уже в Башкирии. Да. Это очень хорошо, на самом деле. Действительно, вот сейчас у нас форумы. Мы только что в первой части рассказывали про Асылташ. Прямо сейчас наши ребята на Иволге. Таврида, федеральный большой форум. Мы очень, на самом деле, вам благодарны за ваш талант, что вы вот своим талантом появились там, на главной сцене. Вы были там реально на самой большой сцене. Расскажите про ощущения, да, про форумную жизнь. Я так понимаю, вы от этого всего кайфуете. Спасибо большое. Да, действительно, Таврида для нас это больше, чем просто форум. Это именно тот проект, который подарил нам веру в себя, что мы действительно сможем в своей сфере добиться успеха. И Таврида – это просто жизнь, где люди знакомятся, проявляются и становятся от этого очень счастливыми и реализованными. Но вы не просто участники или там участник концерта, вы же амбассадоры от Республики Да, Башкортостан. мы Что это также значит? еще являемся медиа-амбассадорами арт-кластера Таврида. Мы представляем арт-кластер у себя в регионе, рассказываем про него, помогаем ребятам на него попасть и рассказываем все нюансы. Отвечаем на вопросы. То есть, если у участников появляются вопросы по заявке, они могут нам написать, и мы уже проконсультируем по каким-либо сложным вопросам. Ну, я знаю, у вас и встречи были с ребятами, Да. с молодежным Яшли-хаусе, нашим любимым. Там, Да, и и в прочее. вузах мы также проводили встречи, рассказывали Вы такие о агитаторы форуме. за Тавриду. Агитация. Хорошо. Ну, слушайте, до Тавриды тоже была большая работа. Мы видим на Первом канале вас, да, мы видим на телеканале, ну, на ТНТ вы были, на всех федеральных каналах. Расскажите, пожалуйста, вот какая работа над собой, да, постоянная? Вот вы вдвоем, вы такие яркие. Кто вы, да, вот вы вокальный дуэт, вы помимо по жизни вместе, правильно я понимаю? Вот расскажите немножко про себя, чтобы познакомить телезрителей. Спасибо. Мы сестры-близняшки, и у нас есть наша музыкальная группа, которая называется Twins Covel. Мы пишем песни в стиле инди-поп, поп-рок. Также у нас есть наш музыкальный бэнд, с которым мы выступаем на концертах и мероприятиях по России, в нашей республике и не только. И мы очень любим, помимо нашего авторского Подождите, ты так творчества... сказала, и не только. То есть в Горчинский район тоже приезжаете? Да, и в районах выступали. И мы любим участвовать в проектах. То есть наша цель, чтобы о нашей музыке узнало как можно больше людей. И поэтому подаем заявки. Мы, наверное, чуть ли не ежедневно подаем заявки на различные проекты. И «Перепой звезду» на Первом канале и ТНТ на телеканале «Ярче звезд» мы попали благодаря... На телеканале ТНТ, да, попали благодаря тому, что мы подали туда заявку. Просто вот все вот так вот, на самом деле, все благодаря вашему таланту. Вот за это, правда, спасибо большое. Расскажите вот про Тавриду. Это было, вы сколько там дней были, как туда добирались? Вот Таврида – это не просто форум, это настоящий арт-кластер, который объединяет в себя очень много разных направлений. Есть образовательные заезды, Институт креативных индустрий. И вот самое большое флагманское мероприятие – это фестиваль, который прошел вот сейчас в Крыму 26 по 28 июля. Мы туда добирались вместе с нашей делегацией из Республики Башкортостан. Спасибо большое всегда за поддержку, которую оказывается делегациям. Мы добирались все вместе. Было две части. Ну, большой командой приехали. Да, Я большой, вообще так понимаю, огромной очень много команд. Вот у нас дальше будет еще гость, который, да, расскажет про Тавриду. Чувствовала, что Башкортостан вот светится на Тавриде? В этом году особенно. Они даже одинаково вместе В этом году говорят. особенно, потому что это фестиваль был многонационального искусства, и именно на этой Тавриде было очень много артистов из Башкортостана, из Зайнеддина, Хазина, и это просто потрясающе. Мы везде там ходили, говорили, вот, из Башкортостана Серьезно? у нас в Да. этом году много артистов. На концерт Зайнеддина мы все вместе нашей делегации, ребята Пришли с флагом, поддерживали его, Спасибо за ваш танцевали. И, патриотизм. да, вот это вот очень сильно чувствовалось на этой Тавриде. Это очень здорово, на самом деле. А вот когда далеко от дома уезжаешь, чувствуешь, что нужна вот такая поддержка? Чувствуете, что Да. вы башкортостанцы? Вообще, на самом деле, мы очень же много ездим по стране, по разным форумам и концертам. И с каждой поездкой понимаем, насколько же в Башкортостане хорошо и насколько же мы любим свой родной город. То есть чем дальше Даже и чем слежусь. чаще мы куда-либо уезжаем, тем мы все больше понимаем, что на самом деле Уфа очень крутой город, в котором классно жить, и сейчас тоже прослежусь. И мы Мы, всегда... кстати, не договаривались. Да, мы всегда рады, когда наша республика процветает.
Это очень здорово, спасибо большое, действительно. А про сам форум, да, расскажите, там вот сколько вы, достаточно много дней были, это большая сцена, это киловатты звука, это большие российские артисты, да, то есть вы на одной Да. сцене работали с артистами первого класса. Вот расскажите об этом, кто был. Это огромное количество мероприятий, которые идет во время фестиваля параллельно, чтобы каждый мог занять себя чем захочет. На главной сцене из хедлайнеров были «Три дня дождя», The Hatters, нам очень понравился их концерт, Гарик Сукачев, Маригу, Дмитриенко и еще много других классных Ну артистов. да, все известные имена, Зинедин. все любимые. Зинедин. Вот, Я также, понял, вы фанатки Заира. да, также были образовательные лекции, допустим, от Максима Сдворного нам очень сильно понравилось. И было параллельно очень много мастер-классов, чтобы люди прямо на месте могли сделать себе какой-нибудь сувенир и привезти уже себе домой. Вот. Слушайте, форум это всегда же... Вот я, честно, я не самый большой любитель форумов, хотя я на Асселташ вот все 4 дня работал, и я влюбился в эту историю, но форум это всегда немножко неудобно. Это вот палатки, такие условия, да. Я понимаю, что на Тавриде, скорее всего, это, ну, было все супер. Как вы жили, да? То есть на берегу моря жили, да, я так понимаю? Вот расскажите про условия. На фестивале участники живут в палатках, но все сделано настолько комфортно, что ты приезжаешь, тебе не нужно везти с собой эту палатку. Установлены специальные душевые, сан-зоны, где ты можешь привести себя То в есть по порядок. условиям всё в порядке. Да, и до моря было пешком, ну, минут 5 до пляжа. Да, мы постоянно купались. Конечно же, такие условия немножечко тяжеловаты тем, что все-таки палатки, но плюсы всегда перевешивают Ну, все, конечно, это все безусловно. Спасибо большое условия. за такое. Еды хватало. Я как папа девочки, я переживаю за это. Была бесплатная полевая кухня для всех участников, Супер. но также было еще много Просто на кафешек. свежем воздухе кушать хочется Да, постоянно. да, но также было много кафешек и ресторанов, но уже за свой счет, где можно было дополнительно. Ну, я уж так поесть. по-хозяйски спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вот сейчас смотрят, допустим, наши телезрители, да, родители детей, школьников, вот почему нужно участвовать в форумах, да, что дают эти форумы? Расскажите про это. Вот с каким наполнением уезжаешь? Конкретно нам форумы дают именно вот это веру в себя и новые знакомства. То есть благодаря Тавриде мы познакомились с многими саунд-продюсерами, те, кто пишет музыку, с другими музыкантами, и мы все друг друга вдохновляем. И также лекции дают Знания? новые знания. Мгм. Ну, плюс, да, действительно, это коммуникации и прочее. Вот дальше у вас, наверное, целый календарный, форумный, да, целый год. Дальше куда планируете? Какой масштаб? Я знаю, что вы на молодежный, на Всемирный фестиваль молодежи ездили. Вот, Да, может, мы- давайте вспомним про это? Мы были на Всемирном фестивале молодежи, вот, который прошел в марте. Это был тоже очень крутой фестиваль. Один из самых крутых в нашей Я жизни. знаю, что огромная делегация из республики выезжала, да, вот можете вспомнить? У нас Просто было- вот чем Таврида от этого, например, отличается, да, вот... Ну, Таврида фестиваль музыкальная. молодежи был еще более масштабный. Это же происходит вообще не так часто. Более 25 тысяч участников, люди более 100 стран, Да, точно да, сейчас да. не скажу. И тоже была огромная делегация из Башкортостана, и было очень много мерча, как и от самого форума, так и от Вот на этой сцене вы республики. выступали, да, я так понимаю? В этом году нет, Ага. но в предыдущие — да. Это очень здорово, это действительно большая возможность. Какие планы? Расскажите, пожалуйста, про планы дальнейшие. Я знаю, что у вас очень классная история, что вы написали саундтрек к сериалу. Да. Вот расскажите об этом, что это было? Нашу песню «Ландыши» взяли как главный саундтрек к сериалу «Ландыши. Операция Любовь», который презентовали на Тавриде 26 июля. И почему мы этому очень рады, что как можно больше людей еще узнает про наши песни, и мы очень рады сделать такой вклад в развитие кино в нашей стране. Я знаю, что это Институт развития интернета, да, то есть это очень серьезный продакшн. В общем-то, вас снимал, все было профессионально, ну, в плане имеется в виду. Посмотреть уже скоро можно будет. Презентация была на Тавриде, я правильно понимаю? Да. Да. Ну и впоследствии скоро можно будет уже посмотреть Операция, как? Давайте еще раз. «Ландыши. Ландыши, Операция Любовь». Ой, какое название. И песню-то покажем? Да. Давайте споем, давайте вместе. Но сейчас уже нашу песню можно послушать на всех музыкальных площадках. Так, набираем, давайте, Твинс Твинскол. Ковал, Ландыши. Давайте пробуем. У нас презентация сегодня вообще-то. По краю мостов, по нежному городу иду, улыбаюсь без повода. Я в красном пальто, а в руке диктофон. Услышь мой день, услышь мой звон. Душа все рвется на свободу, на улице
открой дверь, впусти сирень, тебя ждет, ждет. Ландыши расцветают в мае, а я расцветаю с тобой. Я лечу, словно птица в стае, когда называешь меня весной. Я лечу, словно птица, и не остановиться в тишине облаков. Твоих романтичных стихов. Словно птица, птица, и не остановиться в тишине облаков. Твоих романтичных стихов. Открой дверь, впусти сирень, тебя ждет твой апрель. Открой дверь, впусти сирень, тебя ждет, ждет. Слушайте, аплодисменты. Спасибо. Вы такие классные. Спасибо большое за то, что за такую песню, за вас, за то, что вы действительно представляете нашу республику. Я еще раз хочу представить, что в нашей студии была Анжела и Наташа, близняшки, сестры, которые, на самом деле, правда, вот, мне кажется, делают нашу республику ярче и красивее. Спасибо большое, девчонки. Спасибо большое Приходите вам. еще, мы вас очень сильно ждем. Участвуйте в форумах. И, конечно же, наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами на телеканале БСТ.